Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 13 мая. Это у нас среда. Смотрим мы с вами на колоде пассианс. Почему? Потому что день у нас с вами будет идти под влиянием аркана Солнца. А это день всегда очень позитивный, солнечный, яркий, радостный, с хорошими эмоциями, с хорошим настроением, такой оптимистичный. Поэтому я думаю, что все в этот день должно быть у нас с вами плюс-минус хорошо. Ну, из минуса солнышко может давать, но опять же, это не минус, прояснение ситуации, ясность какую-то, да, когда вот что-то было непонятно, не было какой-то конкретики, а по солнышку все стало на свои места. И вот, появилась, кстати, информация сегодня, заглянула в телеграм-канал, и вроде как раз будет 13 мая встреча будет Си Цзиньпина с Трампом, да, это все-таки две такие силы, да, сила Востока, сила Запада, поэтому, возможно, действительно в этот день что-то и прояснится для нас, для всех. После их встречи станет понятно, да, куда все дальше катится, еще в больший, да, какой-то хаос и войну, либо это уже будет начало какого-то, да, вот, первого шага к миру. Ну, в общем, посмотрим, как раз, может быть, станет ясно. Так, 13 мая. Овны. Давайте посмотрим о наших делах насущных. Что у нас будет у всех? Овны. Домик. Угу. Да, вот нерешенный вопрос. Только хотела проговорить, что в этот день лучше заниматься ключик личной жизнью, какими-то там своими делами, но не работой. Так, да, есть подкова. Думаю, что-то вроде как есть, а я не вижу. Яблоко. Два кольца. Горизонталь, вертикаль вижу. Так, что у меня тут по камере? Ну, вроде бы как видно. Значит, смотрите, что получается. Первое событие у нас с вами выпал дом. Это домашние дела в этот день. Дальше ключ. Ключ показывает, что все будет в ваших руках. В этот день у вас есть ключ, и вы можете для себя решить любые вопросы. Также еще ключ показывает важный день какой-то может быть. Нерешенный вопрос. Так, а ножницы где у нас? Раз. А, вот ножнички разделила одна карта. Что-то помешает решению вопроса в этот день. И да, вот этот вопрос не решится. Может быть, кстати, домашние дела, как вариант. В общем, какой-то вопрос не решится. Вас ждет удача в этот день. Удача будет сопутствовать вам. Могут быть слезы, но это могут быть и слезы радости, тем более рядом с удачей. И тайная встреча. Тоже вот еще карта показывает, что может быть какое-то тайное свидание, тайная встреча в этот день. Такие события для вас. Предупреждение, что не решится какой-то вопрос. Благодарю за внимание и переходим к тельцам. Так, сейчас немножечко, наверное, подвинем. Так, тельцы. 13 мая. Тельцы, среда, события дня. Смотрим тельцы. Угу, первое — будильник. Череп. Чемодан.
кровать. Угу. Тоже цепь, нерешенный вопрос. Так, здесь нет. Ну что, тельцы, я не вижу. Здесь больше для вас совпадений. Получается, у вас, значит, в среду сразу же будильник предупреждает вас о времени, о том, что вы в этот день можете спешить, опаздывать, не успевать, встреча будет переноситься. Поэтому, ну, имейте это в виду. Дальше, нерешенный вопрос какой-то может быть. Возможно, будет ухудшение самочувствия здоровья, выпала кровать рядом с болезнью. Может быть, не знаю, там будет слабость какая-то, и захочется, да, поваляться лишний часик на кровати. Или пораньше лечь спать. То есть вот тут может быть еще эти здоровья, какие-то вопросы по здоровью. Чемодан, временная разлука, расставание с кем-то и интимная связь. Так что вот такие у вас. То есть у вас тут одни предупреждения по времени, по здоровью и по тому, что какие-то вопросы не решаются. Я думаю, что в вашем случае Солнце проиграется как прояснение вопросов со здоровьем. Череп. Может быть. Такая вот информация для вас на среду. Благодарю за внимание и переходим к близнецам. О, я не убрала этот значок, когда вам рассказывала. Так, близнецы. Тринадцатое мая. Близнецы, среда, события дня. Близнецы, среда, события дня. Подсвечник. Ой, что у меня тут две карты перевернулись. Будильник. Надежда на то, что по времени все пройдет хорошо, как запланировали. Кровать. Домик, кровать. Цыпленок. Так. О, колокольчик еще. Пустые разговоры, болтовня. Здесь нет. Здесь, значит, сердце нельзя. Сундук нельзя. Значит, получается, у вас в среду выпадает надежда на этот день. Вы надеетесь на то, что, ну, вот что-то там, на что-то рассчитываете, надеетесь, ждете, что это пройдет хорошо. И плюс еще время, видите. Скорее всего, что вот это событие, оно на определенное время у вас там назначено. Дальше домашние дела в этот день, возможно, будут. Забота, уход, внимание. Цыпленок — это нам надо вот о ком-то заботиться, вокруг кого-то бегать, прыгать. Дальше интимная связь в этот день может быть, ну или там, не знаю, разговор об этом, мысли об этом, прям не, может быть не само действие. И пустые разговоры, болтовня, колокольчик. Так что вот такие события для вас. Предупреждение по времени, что вот имейте в виду, что какие-то встречи могут переноситься, откладываться, отменяться, сдвигаться. То есть будильник у нас об этом. Ну, в принципе, в день Солнца у нас есть день Солнца, день звезды, день отшельника еще тоже. Вот в эти дни со временем, знаете, как происходят какие-то чудеса. Так что это неудивительно для меня, что в день Солнца, знаете, как будто мы все ориентируемся не по часам, а по Солнцу, да, приблизительно. Так что такая вот информация для вас на среду. Смотрим дальше раков. Раки, 13 мая, события дня.
Раки, среда, 13 мая. Бабочка. Яблоко, якорь. Флаг. Змея. Свиток нельзя. Угу, здесь не вижу. Получается, в этот день выпадает деловой разговор, и еще рядом ложится победа. То есть деловой разговор, если будет, то пройдет, возможно, очень результативно для вас, с какими-то успехами, победами. Дальше якорь, яблоко, слезы, якорь, остановка. Остановка, точка. Ну, слезы могут быть и радости. Допустим, это могут быть слезы радости от того, что вы поставите жирную точку в каком-то вопросе. Что-то закончите. И якорь, и змея – это общение, контакт с человеком, у которого длинный и острый язык. Так что кто-то может вас в этот день подколоть. Имейте это в виду. Благодарю за внимание, раки. Переходим к львам. Тринадцатое мая, львы. Так, львы, 13 мая, среда. 2 меча. Угу. Яблоко. Тут два варианта. Либо череп, либо мешок. Я увидела череп. Это болезнь. Мешок – деньги. Ага, ну вот деньги все равно, видите. Прибыль выпала все равно. Так, друг. Слезы, друг. Угу. Цветок. Молния. Какие-то неожиданные новости. Исполнение вашего желания, может быть, будет связано. Так, так, так. Успех нельзя. Здесь не вижу. Значит, первым событием выпал конфликт, скандал, мечи. Слезы выпали. Финансовые поступления, общение с друзьями, исполнение желания, болезнь, ну, ухудшение самочувствия и новости, которые могут вас шокировать. В этот день также могут быть. Поэтому из предупреждений здоровья, конфликт и новости. Готовьтесь к каким-то шокирующим новостям. Но это может быть и со знаком плюс, потому что рядом ложится хорошая карта. Так что тут может так проиграться. В общем, такая вот информация для вас. Львы на среду. Смотрим дальше дев.
Так, где вы? 13 мая. Девы, события дня. Угу. Маска, первое событие. Друг в маске. Чемодан. Роза. Цветок. Змею нельзя. Книга по горизонтали. Еще есть. Колодец есть. Здесь нет и здесь не вижу. Значит, смотрите. Первое событие выпала маска. Это обман. В этот день либо вас могут обманывать, либо вы кого-то. Мы тоже, да, можем на себя одевать маски. Например, там, да, и играть какие-то роли. Также маска еще может показывать поход к косметологу. И либо поход в какое-то место типа театра, там, кинотеатра, где люди играют роли. Какого-то представления. Дальше общение с другом. Временная разлука, расставание, приятная встреча в этот день может быть, посещение госучреждения и исполнение желания. И еще печаль. Из минуса печаль выпадает. Получается, из минуса у вас маска и колодец. Может быть, как раз то, что будут сорваны маски, вот я говорила в начале видео, карта Солнца, это когда то, чего мы не видели, не знали, открывается, да, вот маски срываются, и вы видите правду. Ну, может быть, вот это вас и расстроит, что кто-то из вашего окружения, кого вы считали другом, приятелем, оказывается, носил маску. Вот это вот будет печалью. Ну, вот может так проиграться. Так что такая информация для вас, девы. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Весы. 13 мая. Среда. События дня. Угу. Бабочка первая. Подкова. Расческа. Мешок с деньгами. Теперь смотрим, значит, книгу нельзя. Здесь нет. О, есть флаг. Солнце есть. Вот у вас, видите, совпало. Карта Солнца и аркан Солнца. Домик. Ну, здесь нет.
Получается, в этот день у вас будет с кем-то какой-то важный деловой разговор. Удача на вашей стороне. Возможно, благодаря удаче, смотрите, победа в работе, в делах и радость. Хорошее настроение, опять же, успех. Поэтому, возможно, этот разговор пойдет очень с хорошим результатом для вас. Удача, радость, победа, домашние дела, расходы, деньги. Ну, мешок чаще показывает покупки и расходы, чем доходы. Поэтому, возможно, будете тратить деньги. И неприятность. Вот единственное негативное событие у вас выпала неприятность. Чем она будет связана? Ну, рядом, да, вот деньги ложатся, может быть, с финансами, как вариант. Но, опять же, удача рядом с неприятностью. Поэтому, возможно, здесь, знаете, как не было бы, да, вот счастье, да, несчастье помогло. Вот они могут так вместе проигрываться, если рядом выпадают. В общем, вот такая вот история для вас. Ну, в любом случае, когда у нас идет аркан Солнца, что бы ни происходило в этот день, в итоге все для нас закончится хорошо. Смотрим дальше. Значит, скорпионы. Так, скорпионы. Среда, 13 мая, скорпионы. Угу, свиток. Весы. Корабль. Домик нельзя. Ножницы нельзя. Здесь я не вижу. Нашла только 3 события для вас. Первая, деловая встреча может быть в среду с кем-то. Деловая, рабочая, ну, что-то связано с задачами, не личная встреча. Дальше ожидание, чего-то ждете долго, долго и нудно. Ожидание и сложный выбор. 2 варианта, и будет сомнение, колебания у вас между этими вариантами. Ну, такой вот день. Ничего, да, как бы ни хорошего, ни плохого. Ждете, выбираете. Ну, то есть такого интересного эта встреча. Опять же, непонятно, рядом никаких событий нет, как она пройдет, ничего не понятно. Хорошо, плохо, каким будет результат, не ясно. Так что, ну, в принципе, день солнышка, поэтому будем надеяться, что позитивно. Благодарю за внимание, скорпионы. Переходим к стрельцам. 13 мая, стрельцы, события дня. Бабочка и шарики. Угу, флаг. Тоже вот интересно, у нас карта Солнца, это карта побед. И очень часто сегодня выпадает флаг. Тоже событие, указывающее на какие-то достижения, победы. У вас, кстати, они могут быть на личном фронте. Победа и любовь.
рыба. Роза. Так, значит, цыпленочка нельзя. Давайте смотреть, что у нас с вами здесь. Надежда еще есть, подсвечник. Здесь нет. Получается, значит, деловое общение, рабочее деловое, хорошие новости, победа, любовь, свидание. В личной жизни точно тут супер. Если вы в поисках, то это может быть знакомство и даже первая какая-то встреча. И предупреждение. Ну, хотя рыба, свидание и подсвечник очень похожи на романтическое свидание. Свидание со свечами и рыба — это может быть морепродукты, как вариант. Но, да, это может так быть. Но мы не исключаем. Рыба — это также у нас еще хитрые какие-то действия. Это может быть лесть, это заманивание, знаете, вот как в ловушку, да, когда человек расставляет для нас сети, пытается нас как рыбку поймать в эти сети. Поэтому имейте это в виду. Возможно, да, вот кто-то вам дает какую-то ложную надежду через какие-то вот такие манипуляции. Поэтому тут тоже надо быть осторожным, если рыба выпадает. Но опять же, надежда и рыба. Да, надежда на то, что вы эту рыбу сможете все-таки, не станете, вернее, рыбкой в сетях другого человека. Ну, такая вот информация для вас. Но у вас тут зато хорошо в личной жизни, новости хорошие, и в делах есть тоже победа. Много событий, но есть одно предупреждение. Смотрим дальше Козерожек. «13 мая, Козероги». События дня, Козерожки. Угу, корона. Яблоко. Сундук. Молния еще есть. Так, здесь не вижу горизонталь, вертикаль. Получается 4 события. Первое событие в среду — это контакт, общение с каким-то важным, влиятельным человеком. Может быть, не знаю, там руководитель, чиновник какой-то, директор, официальное лицо, в общем, какой-то важный человек. Финансовые поступления, прибыль, слезы. Но слезы и радости могут быть. Поэтому тут не обязательно плохое событие. И молния. Новость, которая для вас будет как гром среди ясного неба. А я говорила в начале видео, что солнышко дает нам такие вот какие-то новости. Знаете, что-то вот проясняется, выясняется, становится логичным и понятным. Вот это как раз информация, которая придет, она вас ошарашит здесь. Возможно, что-то прояснит для вас. А вот как молния, это еще может быть какое-то как озарение, типа тоже может таким образом проиграться. В общем, вот такая информация для вас. Может быть, разговор или контакт с этим человеком. Да, вот этот человек даст вам эту информацию. Ну, такие события для вас, Козероги. У вас, в общем, все про дела. Ничего про любовь нам не показали. Все только дела, 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 дела. Смотрим дальше Водолеев. 13 мая, среда, Водолеи. Покажите мне
Для водолеев. Как пройдет этот день? Для водолеев. Молния для водолеев. Что нам больше ничего не хотят сами показывать. Два кольца. Вот, ага, подарок еще и есть. Тут интересно, конечно, было бы, чтобы здесь что-то выпало рядом, понять, что это за информация, непонятно. Хорошая, плохая. Так, здесь нет, нет. Нет, я не вижу больше сообщений для вас здесь. Значит, смотрите, 3 события. Первое самое важное – это молния, и рядом ничего нет. То есть, как бы тут, скорее всего, будет фиксация на это событие. Молния – это получение информации, новостей, которые могут вас шокировать, удивить, не знаю, загнать в ступор. Но это вот как гром среди ясного неба. И чаще всего эта информация приходит в электронном виде. То есть это письмо на почту, это смс, вот, когда не кто-то нам это говорит, а именно вот когда мы это где-то читаем или видим. Поэтому что-то вас, конечно, в этот день сильно удивит. Дальше подарочек вы можете получить или подарить кому-то. И может быть с кем-то тайная встреча еще в этот день. Либо, допустим, это не наша тайная встреча, а тайная встреча кого-то. И, например, по Солнцу вы можете узнать, что было на этой тайной встрече. Или вы можете узнать о том, что она вообще была. Раз она подразумевалась быть тайной, значит, хотели от вас это скрыть. А по Солнцу это будет скрыть сложно. Поэтому тут что-то вот с этой тайной встречи еще может быть интересненькое. В общем, вот такая история для вас на среду. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Остались у нас рыбки. Так, рыбы. 13 мая. Мая, рыбы. Колодец. Угу. Цветок. О, была еще кровать. Солнышко. Горизонталь, вертикаль я не вижу. Получается, первым событием выпала у нас с вами интимная связь.
Дальше исполнение желания, цветок, радость, да, вот эти 3 события хорошие. Ну, тут может быть не интимная связь, а, допустим, с утра, если выпадает первым или последним кровать, то это, допустим, можете себе позволить там подольше поспать. Поэтому так, в общем, исполнение желания, радость, и единственное событие негативное — печаль. Но что за печаль? Ну, я не вижу, рядом не увидела я никаких событий. Возможно, эта печаль вас не будет касаться, как вариант. Может быть, это будет у кого-то из окружения какая-то ситуация, которая вас расстроит. Потому что, видите, ну нет тут событий негативных, не знаю. Либо, допустим, там, может быть, будете фильм смотреть, расстроитесь. Либо там соседка что-то расскажет. Либо в телеграм-канале прочитаете. Расстроились, огорчились, там, пострадали 5 минут и забыли. Хотя вы как знак, когда вот водный, вы можете сами себя там накрутить, поплакать, да, и там через 10 минут переключиться. Потому что все эмоциональные знаки, да, знаки воды, они быстро переключаются. То есть с негативных эмоций на позитивные и, соответственно, обратно. Поэтому туда от печали до радости у вас там будет 1 шаг буквально. Так что вот такая информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.